Первый и самый мощный удар пришелся на сайт столичной администрации. По словам сотрудников правительственной связи, портал городской мэрии стал главной мишенью в начале этой киберволны. Однако это было всего лишь начало масштабной зачистки цифрового пространства республики. Вот как начались празднества, приезды гостей и так далее, именно в этот период пошла так. Вот сайт города, он лег одним из первых. Его повредили, он как бы и старая платформа была. Сейчас мы просто всю эту информацию вытаскиваем, подчищаем и собираем все это дело на новые платформы. Следом под удар попали сайты Кабинета министров, администрации президента. Виртуальная агрессия не пощадила и медиаресурсы. Сайт государственного телевидения и другие новостные площадки оказались временно недоступны. Были сложности у контент-менеджеров, то есть мы им закрыли доступ для публикации новостей, пока не разберемся с ситуацией. Но это очень непродолжительное время длилось. В общем-то, пользователи ничего и не заметили. Ну, в отдельных случаях, в редких. Да, там люди нам присылали, что вот не открывается новость, то есть сайт работает, новость не открывается. Но это опять-таки пока вот шли работы. Сейчас официальные сайты сейчас работают штатно. Это только начало. Раз мы попали в зону, все-таки так или иначе мы находимся в зоне Рунета, а там атаки это обычное дело. Основной удар принял на себя единственный в республике национальный официальный хостинг-центр, находящийся в ведении агентства правительственной связи. Именно здесь размещено большинство госресурсов. Работа не прекращалась ни на минуту. Было сконцентрировано веб-ресурсы государственные, министерств, государственных комитетов, управлений, администраций городов и районов, то получилось так, что один за одним они пошли рушиться, но это была не новость, но массовая атака привела к тому, что не успели своевременно среагировать на поломку всех сайтов. На сегодняшний день у агентства более сотни веб-ресурсов обслуживаются. Из них государственных порядка это 70%, 70-80%. Если брать в расчеты министерства, и комитеты, и управления, отделы и так далее. Какие-то пришлось сайты переносить на новые сервера, восстанавливать. Какие-то сайты, ресурсы пришлось собирать с нуля, практически на новой платформе, для того, чтобы не таскать, так сказать, уже зараженные файлы на новые сервера. На сегодняшний день все еще работа продолжается, то есть восстановлено только порядка 48% от всех ресурсов. Время для удара организаторы выбрали с изощренной точностью. В эти дни в республике находились правительственные и международные делегации, включая официальных лиц из Российской Федерации. Хакеры действовали агрессивно. Помимо попыток уронить серверы, они прибегли к дефейсу, взламывали систему управления сайтами и заменяли официальную информацию фейками, оставляя на страницах свои так называемые визитные карточки с уведомлениями о взломе. И такого масштаба атак у нас еще не было. То есть за 10 лет 2-3 атаки были на наши сервера, но так, чтобы вот нам порушили прямо по принципу домино такое количество сайтов, это было первый раз. Специалисты указывают на то, что по статистике большинство публикаций делали в основном с айфонов. Я хочу отметить, что мы не дублируем работу пресс-служб министерства или еще что-то. Мы обеспечиваем работу хостинга, резервное копирование и техническую поддержку, какая им необходима. Но пресс-службы у нас, мы проводили обучение в свое время с контент-менеджером, самостоятельно выкладывают новости. Естественно, они имеют доступы к администрированию сайтов. И вот наши просьбы на тему того, что не используйте айфоны для публикации новостей, не сохраняйте там пароли, как обычно у нас любят, то есть сохранить пароль, и все. Причем сплошь и рядом они эти пароли либо теряют, либо у них перехватывают. И буквально вот сейчас в июле месяце Apple официально тоже заявил, что у них в прошивке iOS, то есть программного обеспечения айфонов и айпадов, было выявлено порядка 50 уязвимостей, как раз связанных с тем, что перехватывались через браузеры сохраненные там данные. То есть, в нашем случае это логины, пароли, администрирование
сайтам. Точнее, не любим помнить номера телефонов, логины, пароли от почты, от своих аккаунтов и так далее. Вот. Но у iPhone была проблема. Они об этом официально заявили. Не проблема в интернете найти это официальное заявление о том, что предыдущая прошивка iPhone, она оказалась с уязвимостью. И как раз таки эти уязвимости, они были использованы хакерами для того, чтобы взламывать наши сайты. Впрочем, утечка может произойти из любого смартфона. Важно соблюдать те правила, которые советуют специалисты. Например, двухфакторную идентификацию. Простыми словами, это способ защиты аккаунта, при котором для входа в систему требуется подтвердить личность двумя разными способами. Есть такой режим. То есть, мало того, логин, пароль, еще там подтверждение через Face ID, подтверждение через звонок или через электронный ключ. Просто при использовании тех или иных систем или баз данных, подход всегда должен быть разный. Для работы с соцсетями, как рекомендация, используйте двухфакторную аутентификацию. Соцсети, аккаунты будут ломать. Знаете как? Самое лучшее противоугонное средство для машины – это просто залить ее бетоном. Вот. Другого варианта нет. Все равно будут на любой замок подбирать ключ. Просто внимательно смотреть, использовать двухфакторную аутентификацию, периодически менять пароли доступа. Это вот то, что касается соцсетей. При работе с государственными организациями у нас там более сложные системы. Я сейчас о них не буду рассказывать, не интересно и не профильно будет. Там понятно, что многоуровневая защита, шифрование идет, то есть то, чем вообще занимается наша организация. Главный итог этой битвы на данный момент озвучивают уверенно. Утечки данных не допущено. Однако ситуация может повториться. Хакерские атаки случались и раньше, но такого масштаба республика еще не знала. Гугу Савардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Фотоаппарат. Какие-то приложения.